несколько тысяч человек официально признали работник вредного производства и написали: профессиональная хроническая ртутная интоксикация легкой степени. Ежегодно выбрасывала Лисма 4500 ртути, 800 килограмм выбрасывала на производстве, теряла ртути, 80 килограмм в атмосферу, 180 килограмм в сточные воды. Работницы вот вспоминают, там ртуть лилась по полу, просто люди ходили по ней, антисанитария. Люди превращали, быстро теряли здоровье. В 2017 году, слава богу, последний день работы. Но в 2019 году снова Лисма запускает производство, и до сих пор Лисма крупнейший производитель источников света в России и СНГ. Оптиковолоконные системы запускают, и снова производство увеличивают. И в Темниковском районе там новый асфальтобетонный завод. Есть риск или можем доверять их системе экологии и безопасности? Как считаете? Есть, наверное, риск. Ты все так перечислил уже снова. Вот это. Есть риск, ты такой наводящий. Так они говорят, фильтры 100%, не беспокойтесь. Репортажи для всех телеканалов. Не верю, все равно где-то что-то упустят. Согласен? Анатолий Владимирович, вы хоть верите в них, что не могут они врать, обманывать нас, простых граждан? Да, они, может, даже и не обманывают, они, может быть, просто сами верят. Переоценивают свои сами возможности. переоценивают свои возможности, специально-то они не вводят завод. Я не знаю. Производство это дело такое, что лучше, наверное, куда-то это вынести в какую-то промышленную зону и там все это делать, и там ее закрыть там со всех сторон лесами, полями, огородами, чтобы там все это. Я не могу сказать, тут, наверное, с философской точки зрения подойти, постоянная проблема человечества. Человечество развивается, хочет жить дольше, при этом все больше загрязняет природу, да. А что делать? Стекло всем надо, там, а все оборудование всем надо, а лекарства всем надо. Все это грязное производство, по факту. А у нас ведь строился Саранск, он как строился? Как город-убежище, куда перемещались заводы после Великой Отечественной войны, во время, вернее, Великой Отечественной войны, да? И все это строилось в центре, и все это строилось близко к городу. Не знаю, дай бог. Хотя бы что-то движется в этом направлении, уже хорошо. Да. Все. Теперь вот я хочу сказать по поводу проверяющих органов. Вот МЧС, мне кажется, несколько ошибок было показано работы, предварительной профилактической работы МЧС. 28 июня смерч прошел, и над Рузаевским химическим заводом сорвал крышу, разметал обшивки стен, затопил весь цех химический, там химический препарат, они могли в Рузаевке там сколько людей? 24 июля в цехе Лисмы от перегрева масла закипело масло, загорелся вакуумный насос высокого давления. Еле-еле они потушили. Как вы считаете, вот это же на волоске висели? Нет? Мне кажется, МЧС хорошо работает. А в данном случае? Это же должны были проверить, что хоть там ураган какой пройдет, намертво будет стоять крыша. Нет? Но МЧС-то, они же не проверяют, наверное. Саму крышу они должны проверить. Или что? Что мы готовы к природным катастрофам, стихиям. А это, кто, я наверное, не знаю, кто руководитель завода должен проверить за свою крышу. Вот смотрите, я летом, летом это сейчас еще длится, я прилетел в такой штат, если называется Флорида, там где город Майами напротив. Я был там. Вот там ураганы всякие разные. Да, тут красивое место, молодец, правильно брать. Помните имя? Там всякие ураганы, всякие торнадо, крокодилы, всякие акулы и так далее. Вот вы скажите мне, американская МЧС хорошо работает? Ну, мы говорим, американцы, да, они же классно работают, они же такие молодцы. В нашем понимании-то, да? Плохо, конечно. Супер. Плохо, мне американских чиновников. Вы знаете, я что хочу сказать. Их наоборот легче ругать. Огромное количество проблем. Вспомните Новый Орлеан, который затопил в свое время. Там, что там только не началось, и тоже выяснилось, что там и чиновники, там и слив воды нет, водостоков нормально нет. Я вижу так, есть недоделки какие-то чиновников, они всегда есть, да, а есть то, что мы просто живем в таком мире, где есть стихийные бедствия, да, то есть не все возможно предотвратить. А есть жизнь тысяч людей, которые зависят от вот этих недоделок. Да. И от того, что директора там снимут, поставят директором другого предприятия, может погибнуть тысячи людей. Ну не погибнешь, слава богу.
Ну, слава богу, не погибли. Но могли погибнуть, но не погибли. Здесь только можно говорить, слава богу. Мы все сидим на пороховой бочке. Вот город взорвется в любой момент. Москва вообще вся перерыта насквозь. Сейчас метро сколько строят в Москве, да? Пойдет провалится. Кто в этом будет виноват? И тоже начнут. Вот Собянин там, еще кто-то виноват. Да, технический прогресс виноват. По идее, конечно, нам тогда вообще всем надо отказаться от всех их заводов и всех либо вынести их куда-то далеко-далеко, всех городов. Ну, можно предсказать, можно предугадать, рассчитать, как будут все происходить, материя как будет двигаться, Ну, вот чтобы смотрите, уменьшить риски. Это вот Опять оправдываетесь. можно предугадать. А вот не, я просто говорю, в каких-то ситуациях. Я к чему это говорю? В каких-то ситуациях мы даже не можем предугадать, будет ли вот эта беседка, где мы сидим свободно, да? Мы даже это не можем предугадать. А тут у нас 2-3 человека, и тут еще человек 10, да, всего сидит. А тут куча факторов, тысячи факторов. Поэтому, явление, это вообще стихийные бедствия, это... поэтому что тут можно сказать? Ну, Отставить фатализм. если есть конкретная вина, надо говорить конкретная вина. Кого, чего, как, почему. Если нет, то тут что можно сказать? Стихийное бедствие. Надо защищаться. Но все равно будут такие вещи. А как или иначе, не дай бог, нам вообще жить там рядом с заводом. Это очень тяжело. В эпоху перемен. Ну и Дальше. в эпоху перемен. Вот смотрите, мне кажется, вот какие есть пути спасения. Три. Альтернативная гражданская служба, волонтерство, международная помощь. Первое. У нас по альтернативной гражданской службе из жителей Мордовии только 2 человека за призывную кампанию, а более 1000 идут учиться убивать украинцев. Около 600 уклонистов. А если бы вот этот потенциал людей, потому что у нас позорно идти в больницу, помогать старушкам, неизлечимым больных, а если бы вот эти 1000 человек в год шли бы, онкобольных перевозили до аптеки, помогали врачам, ухаживали за ними, лекарства им возили. И если бы это было модно, если бы у нас 100% всех призывников шло в больнице, в альтернативную службу, мне кажется, это бы чуть-чуть, но помогло решить проблему. Да. Дальше. А потом... Добровольцы. Сейчас потом вот вы... пришла бы какая-нибудь террористическая группа и взорвала бы всех бы. И никакие больницы вам не нужны. Нет, у нас армия не ничего с терроризмом нужно. борется, у нас с терроризмом ФСБ борется. А с армией у нас борется с государствами, которые хотят на нас напасть. Нет таких государств. Нету и не предвидится. И не было последние 50 не лет. предвидится и нету только потому, во-первых, 50 лет последние были, и есть планы, где ядерный удар разрабатывались и так далее по нашей стране. Об этом не надо забывать. Взаимно. Единственная причина, да, конечно, единственная причина, почему наша страна до сих пор существует, ну не единственная причина, много причин, конечно, тут есть и духовные причины, это то, что в ней все-таки есть армия. Поэтому говорить, что 100% должны идти куда-то на гражданскую службу, это, конечно, это перебор. Это, мягко говоря, перебор. Продолжим. Радикальный Запомните, какой-то дальше идем. пацифизм тоже давайте не будем. Наше несогласие здесь подчеркнуто, и это хорошо, когда есть разные точки зрения. Дальше. Добровольцы, я считаю, волонтеры. Вот у нас есть добровольцы пожарной охраны, они появились в Саранске 1899 год. На 10 июня в этом году уже почитали. Сейчас сколько у нас пожарных добровольцев? 4227. Они уже в этом году потушили 57 пожаров сами, 124 вместе с МЧС. Вот. Это в России. В Мордовии. Мордовия. Представляете? Да В ладно. Мордовии 4227 Пожарных мелкие. добровольцев. добровольцев. Неправда. Много, мало? Это может в России, но точно не в Мордовии. В Мордовии Нет, добровольцы пожарной охраны. нет, не может быть. Нет. В России С мало. МЧС Для России мало, конечно. Ну, не знаю, может быть, мало, но в Мордовии точно нет. У нас есть один доброволец в Макаровке, которому подарили машину, который батюшка, по-моему, по совместительству. И то он один не может выезжать на пожар, потому что у него нет команды. Вот Я кто-то- своим предлагала, говорю, давайте как-нибудь, может быть, сориентируемся и вместе, но мы пока статуса спасателя не имеем, нас не допустят. Согласен. Даже, возможно, вот эти данные, которые я взял, возможно, они преувеличены в несколько тысяч раз. И смотрите, и международная помощь. Вот есть, допустим, Greenpeace России 13 июня приехали сюда экспедиции, помогали ликвидировать пожар. 357 гектар в мордовском заповеднике горело, там редкие виды растений и животных сгорали, помогали. Потом, есть организация по запрещению химического оружия. Оно профинансировало все мероприятия России и до 2020 года еще будет финансировать, чтобы уничтожить все химическое оружие на территории России. У нас был полпред
Приволжском федеральном округе, руководитель комиссии соответствующий, Михаил Викторович Бабич, его теперь повесили. И он за 3 года до этого хвалился, что мы на 3 года раньше все уничтожили. 40 тысяч тонн. Но я вот хочу сказать, мы к этому вернемся. Альтернативные волонтеры, международная помощь. Не стоит ли государству не брезговать ими для того, чтобы всех по максимуму на решение онкологической проблемы? Как вы считаете? Не стоит. Точка. Что ты можешь сказать по поводу... На решение онкологической именно? Да, чтобы они в больнице помогали онкобольным. У нас 1500 в год умирают в Мордовии, наших земляков. А они идут, понимаешь, учиться это украинцев. Так, ну давайте Ладно, по поводу украинцев, давайте. Ну, вот знаете, у меня... сирийцев, у меня грузин, подожди, афганцев. сирийцев, У афганцев. нас они меняются, получается. Подождите секундочку. Ну, Ладно, бог с ними, но в целом. в любой большой нужно ли? стране будут какие-то международные операции. Ну, да, и вы это американцам расскажите, которых вообще по всему миру в миллион раз больше, чем нас воюют, мы там воюем и так далее. Это и тоже, и у них там что-то как с онкологией получше. И чем им у тоже нас, нечего лезть вести, я тоже согласен. И при этом у них получше как с онкологией, и волонтерство у них гораздо больше, чем у нас. То есть одно другому не мешает. Я к этому говорю, что не надо здесь противопоставлять, говорить, что вот, а если все Мешает, пойдут- у нас процент, выделяемый на оборону, во много раз выше, чем в Америке. Ну, это... Во много раз. То давай есть так. мы процент берем из хранения и идем на Ну, это вопрос- танки и подводные лодки, Ну, на это крейсеры. Это может быть... А у них процент маленький в Америке это- от общего бюджета. Ну, может быть, вопрос другой. Я говорю, что не надо тоже одно другому противопоставлять. Потом, Какой дипломат? что есть разные моменты, и все надо развивать, и армию надо развивать, и иногда нужно действительно куда-то выйти и кому-то там нападать. Я прям так скажу, прям куда-то с границы государства. Вот оно, лицо. Иногда- Милитаризм, да, мордовского. Милитаризм это. Да, то есть, иногда это не нужно делать, иногда нужно больше армии, потому что у нас самая протяженная граница в мире, я напомню, да. Иногда Защитил. А вот волонтеры да, и теперь международная волонтер. помощь. Надо, всем помогать надо, и волонтерам, международная помощь, создавать условия, освобождать людей от работы. У нас очень большая проблема. Я вот тоже сотрудничаю с волонтерским движением, у нас есть рука помощи. Она и при церквях действует, при нескольких, но она не религиозная организация, это чисто просто помощь людям, попавшим в беду, там в детские дома мы ездим, я тоже неоднократно ездил там, и в дома престарелых, там, и так далее, помогаем, но понимаете, в чем дело, вот я работаю с утра до ночи, да, ну и сейчас вот немножко свободнее, там другие работы, надо людей как-то освобождать, давать им больше льгот, то есть не препятствовать им. Как-то все равно, я все равно верю, что людей надо и материально даже заинтересовывать в какой-то мере. Ну, потому что не без этого тоже. Мы все живем в реальном мире, да, и нужно на что-то кормить семью. То есть думать, как это сделать. Взять, например, налог понизить. Вот ты участвуешь в какой-то организации благотворительной, взять у тебя налог, взимать себя с зарплаты не 13%, а 7%, 8%. Вот, пожалуйста. Вот реально. Там ты ходишь, кому-то помогаешь, у тебя там, предположим, чуть повыше зарплата, вот тебе доплачивают чуть государство, то есть тебе больше бесплатных каких-то, бесплатный проезд, даже какие-то элементарные вещи. Ну, можно подумать, как это сделать. Волонтеры это очень хорошо, но такое ощущение в последнее время, что волонтеров много-много хотят сделать из-за того, что за счет них выехать, какие-то вопросы решить. Волонтеры, да, я вот согласна. Волонтерам нужно какие-то поблажки делать. Просто так, это вот у меня свой пример. А то иногда бывает ведомства свои деньги берут себе на премии, а работу сваливают на волонтеров. Да, Это тоже. да. Вот насчет онкобольных. Должны быть, там, я не знаю, нянечки, которые за зарплату работают. И по желанию, да, ходить, естественно, волонтеры, помогать там, еще что-то сидеть, переносить. Но онкобольным нужна более квалифицированная, вот именно в данном случае, квалифицированная Вот помощь. разгрузить врачей в других областях на альтернативных, Да. а вот этих специализировать. Да. Да, Вот да. правильно. И насчет, вот, например, своего. У нас есть, вот, например, мой руководитель еще понимает, что я чем занимаюсь, и меня иногда там какие-то там отпустит или еще что-то, я встану, пошла. И есть у меня еще один волонтер, которому тоже руководитель, ну, снисходительный к данному. Есть работа, выполняй, нет работы, иди, не обязательно сидеть. Но, вот из 20 там, сейчас уже не помню, сколько у меня даже человек, из 20 с лишним человек, это только нас 2, ну, может, 3. Которых понимает начальство. Которые начальство понимает. Остальных вообще никак.
То есть не понимают, там бабушка потерялась, ребенок потерялся, им все равно. Им Поисково-спасательный отряд «Поиск 13 регион», напомню. Да. зрителям. То есть им по барабану, так скажем. Им главное, с ними не случилось, и все хорошо. Независимо, работы есть, нет, сиди. Ты, то есть, должен отсидеть свое время. Для чего это, я не понимаю. Да, льготы какие-то должны быть, хотя бы чуть-чуть. Потому что мы рвемся из-за и семья, и работы, и рвемся на помощь тоже кому-то что-то сделать. Элементарные вещи. И не успеваем, а в то же время, как волонтер, душа человека зовет к этому. Вот. А времени не хватает. И не хватает из-за того, что в основном, да, руководитель не понимает. Нужно какие-то привилегии волонтерам сделать, чтобы их, во-первых, будет больше, меньше, вернее, загруженности по своим, допустим, по своей деятельности. Сейчас хором отвечайте. Знаете ли вы о том, есть ли в Мордовии захоронение боевого химического оружия от начала 20 века? Нет. Нет? Нет? Или знаете? Знаем ли мы? Да. Я предполагаю, что есть, я не знаю. А почему предполагаешь, что есть? Но если здесь... Как ты мог подумать такое? Если у нас на механическом заводе в советское время, насколько я Боевого знаю, химического. что делали на механическом заводе, помимо кросс-велосипедов, делали там противопехотные мины. У нас заводы все были двойного назначения, да? Поэтому почему? Я не удивлюсь, если они есть. Вот это правильно. Поэтому я просто не знаю, но я этому не удивляюсь. Да. Есть. Сейчас будет есть. Есть. И смотрите, 2 года назад, 12 августа, я думал, что... Я вообще не думал об этом. А когда вот прочитал книги Льва Александровича Федорова в прошлом году, узнал, что есть. Он 2 года назад умер. Такой человек, который нам открыл информацию, которую кроме него бы наверняка бы никто не открыл. В 2001 году он опубликовал информацию, что на территории Мордовии под военным складом номер 62, вопросительный знак, закопан целый арсенал боевых химических снарядов с фосгеном и ипритом, которым как раз в Первую мировую войну страны друг друга уничтожали. 2 версии, где находился этот военный склад. 2 версии. Первая, значит, военная база в Саранске, она называлась военный склад 62. Мне давно этот район не нравится чем-то, я не знаю Вот. почему, наверное. И рядом с ним часть вот нашего руководства, там есть особняки. Они там картошечку, Картошечку. и салатик. Значит, не Первая так, версия. Значит, точно не так. Но это менее правдоподобная версия. Сразу говорю, потому что другая будет более. Но там в этом году был пожар такой, что стол был до небес, черный дым, 3 склада сгорело. А если бы под одним из этих деревянных складов было бы кое-что, вместе с складами сгорели бы и мы бы. А вторая версия более правдоподобная. Я просто думал в течение года, что именно там. А потом все-таки нашел статью. Журналист столицы С Валерий Ярцев, он до сих пор журналист столицы С, пишет самые спелые такие в Мордовии статьи о преступности, о бандитах вот этих. Это, конечно, страшно даже читать его статьи. Так вот, он встретился тогда, в 2001 году, с этим доктором химических наук, президентом Союза за химическую безопасность, и тот сообщил. Значит, станция Красный узел Рамаданово в центре города. Потом журналист пообщался с местными жителями, выяснил, стояло 4, как минимум, склада, таких сараев длинных, полуподвальных, длиной по 150 метров. Это место находится неподалеку от нынешней нефтебазы за железнодорожным переездом. И вот смотрим теперь, если нефтебаза, допустим, загорит, взорвется, потом, вот недавно там полигон мусорный горел в 2 километрах, а если под мусорным полигоном, потом... А если под нами? Сейчас если под нами? Ну, сейчас мы выводы приведем. Потом в парк в Рамаданове благоустраивают, выделяют там миллионы на реконструкцию. Если в сотнях метрах лежит боевой химический, который уничтожит тысячи людей, которые проживают в Рамаданове, дети, женщины, мужчины, старики и бабушки, то какой смысл тратить деньги? Я считаю, что нужно, пока не поздно, вот до конца этого года у нас есть еще за счет иностранных денег, мы можем достать, утилизировать, уничтожить, обезопасить и на ближайшие 100 лет гарантировать, что никакого взрыва химического оружия в Рамаданове не будет. И вообще эту информацию надо раскрывать,
все опасности пресекать, потом не говорить, что мы не знали, как мы могли догадаться, снимут главу района, поставят директором Рамадановского завода, кого-нибудь там министра депримируют, а 1000 людей, семей будут хоронить своих родных. У него даже книга у Федора называется «Химическое вооружение. Война с собственным народом», потому что только советский народ страдал от этого химического оружия, которое мы замусорили. 500 мест по всему Советскому Союзу, там свалки просто замусорены, забыли, закопали, утопили на дно морей и все, и забыли. Потому что мы готовились уничтожить эту Америку, стереть этих америкосов с лица земли, а замусорили свою собственную страну. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Спасибо. Да что на это можно сказать, да? Вы согласны, что нужно найти, проверить, выкопать, уничтожить? Согласна. Согласен. Спасибо. При этом, когда мы говорим о раскрытии военных секретов, я, как человек разумный, понимаю, что такими вещами нужно быть осторожным. Потому что сегодня вы раскроете один военный секрет, а завтра по нему кто-нибудь, понимаете, долбанет по этой деле. Я не говорю, что даже другая страна, просто какой-нибудь сумасшедший. Поэтому возьмет, лучше да. замолчим, Поэтому сгорим, взорвемся и умрем. Поэтому такие вещи нужно просто спокойно уничтожать. Если это секретное, что-то военное, то это должно делаться. Ну, я В конце считаю, 20-х захоронили. И уж сколько, 100 лет прошло, а все не уничтожают. я не Забыли. знаю, но просто когда мы говорим о военных технологиях, то в любой стране мира это не будет делаться открыто, так что прямо, знаешь, тебе все расскажут, что, где, что хранится. И когда мы говорим, что я не знаю, это просто такое мое суждение, когда мы говорим о том, что страны уничтожают химическое оружие, все это политические игры. На самом деле химическое оружие у всех есть. Я вам открою страшную тайну. Я не знаю, что оно есть. У меня нет данных. Да вот Федор говорит, 500 мест Вот у меня в стране у замусорили. меня нет разведданных, да, что оно есть. Я вам так скажу, оно везде у всех есть. И хотя там есть конвенция, хотя там есть то, оно везде у всех есть, потому что все равно в каких-то ситуациях военные могут использовать. Поэтому я думаю, мы что должны призывать, чтобы находить и уничтожать. вот пусть они это делают, да. Мы в своей стране, те пусть в своей стране. Правильно. Потому что умирать будем мы. Но, понимаете, вот здесь все основывается на мнении какого-то человека, у которого есть вот такое мнение, да, каких-то данных. Он документ опубликовал, документ. Ну, В Государственном военном архиве, он в 2001 году документ может быть, уже опубликовал. уничтожили. Мы знаем, понимаете, у военных там своя какая-то система, они тебе об этом не расскажут. И мне тоже, может быть, там... Вот приложение «Старое химическое оружие», списки баз, Т-73 точки. Вот 97-й, Саранск, Красный узел, Мордовская республика, артиллерия, назначение. Ну, здесь только можно одно сказать, что все вопросы адресуем Министерству обороны. Надо спрашивать их, говорить им. Потому что, не знаю, я думаю, тебе никто не расскажет реально. Оно есть, потому что следующий вопрос будет, знаешь, какой? Вот вы вывезли, они скажут, да, давно уничтожено, давно вывезено. А куда? А вы как утилизировали, а зачем? И на эти Ну, хотя бы из центра города и на эти вывезите. вопросы никто не... Ну где ты видел, что где? Я не знаю. Давайте дадим Наталье Викторовне. Да, Она если сейчас есть, по ну, полочкам надо сказать. разложит. Нет, я не знаю. Я только скажу, что нужно действительно найти и утилизировать. Надо найти утилизировать. Потому что у нас обычно, как что-то происходит, начинаем задумываться. А когда ничего не происходит, все тихо, гладко, все как и должно быть. Да. Поэтому, чтобы без жертв, лучше подстраховать себя. И вот в топку, значит, Да. в отделе полиции Ковылкинский 5 июля человека сейчас приговаривают к 5 годам за то, что он якобы нашел на свалке порох и пошел продавать. А если человек выкопает химическое оружие в Северной Корее и начнет продавать в Сирии, у него и с удовольствием купят. Они любят уничтожать людей, тем более в руководстве. Дальше. В Рузаевке дети нашли около сносимой базы Минобороны ржавую гранату, принесли в Ледовый дворец, там переполох, взрывотехники прибежали, ржавая граната. Тут в центре города арсенал иприта, а мы вот молчим. Я считаю, надо кричать. Вот мы с вами призвали, что как раз переполох по поводу гранаты, уж тем более вот это. Дальше еще хуже. Давай. Смотрите. Росгидромет сообщил, что до сих пор в Мордовии находится территория, загрязненная в результате техногенной аварии на Чернобыльской АЭС. Спутниковые сведения в 2017 году подтвердили, что следы Чернобыльской аварии в Мордовии есть. 10 мая 1986 года радиационные осадки, в том числе и на юге Саранска, выпали. И там даже приведены данные, что они выпали на юг Саранска. Весь юго-запад, Елга,
Монастырская, Пушкина, но Юго-Запад не признали, чтобы там слишком много людей, нужно платить большие деньги. А зачем? Нужно же покупать танки, чтобы Антон же поддерживает это, потому что на нас инопланетяне нападают, надо скорее это. А тут, понимаешь, какие еще Нет, танки льготы. надо 100%, но просто помимо 100%. танков нужно... Они потом десятки тысяч ржавеют, на полях стоят. Так вот, в Юго-Западе в 2 раза выше, чем в центре Святихстроя, в Елге в 8 раз даже выше, чем центр, то есть там вот именно концентрация была. Дальше, в России 14 субъектов подверглось осадкам, в Мордовии 16 сел, 28 населенных пунктов, потом до 16, в 2015 году уже 15 считается, 13 тысяч человек, 2000 детей пострадали, 2% населения тогда вот подверглись, ликвидаторов 1500. Ой, 400 миллионов вообще на планете подверглись чернобыльскому облучению. Трижды или 400 чернобыльское облако вокруг планеты летело. 57% ушло за границу радиации от Чернобыля, 43% в Россию. И у нас 830 тысяч ликвидаторов, средний возраст смерти 43-45 лет. Минобороны сразу в 1987 году написала такое секретное разъяснение: не ставить в причинную связь те, кто подверглись облучению, с их заболеваниями, то есть секретить. И потом не отражать привлечение к указанным работам, у кого лучевая болезнь, в общем, превышает норму. То есть скрывали, врать, в медсправках заставляли. Как вы? Влияло это на онкологический уровень в Мордовии? Как считаете? Влиял, конечно. Ну, конечно. Но это не может не влиять, такие аварии. Ужасно. И то, что скрывали, не хотели паники, тоже есть такой момент. Не хотели, наверное, каких-то дополнительных жертв в результате массовых каких-то этих массовых выступлений тоже. Там, потому что Советский Союз там по-другому все было. Тем более это было такое время, когда там уже перестройка была близка. Ну, то есть там по-другому это все воспринималось тогда. Сейчас, конечно, сейчас бы такое замолчать, наверное, не удалось, потому что сейчас больше информации развита, меньше, все равно заидеологизированности такой, как было. Она есть, но ее меньше. Ну, мне кажется, сейчас что скрывают. Ну, да. Да, ну на онкологические заболевания это, естественно, влияет, поэтому даже добавить больше нечего. Мне есть что добавить. Скрывают. Смотрите. Давай. 12 августа в Сарове, бывший закрытый город Арзамас-16, похоронили 5 сотрудников конструкторского бюро 12 Российского федерального ядерного центра, в том числе житель Темниковского района Сергей Евгеньевич Пичугин. Они участвовали в разработке ядерной крылатой ракеты, которая хочет уничтожить Путин. В послании Федеральному собранию показывал мультики, где одна из ракет летит прямо на американское западное побережье. Нет, это как раз... ну, это, во-первых, неправда, потому что он показывал просто там очертания, которые были немножечко похожи. Ну, давайте мы политизировать не будем, давайте... Не мы, будем, хорошо, бог с ним. Но я к чему? Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Было испытание, закончилось взрывом. Сразу в десятки раз, через несколько дней данные администрации, все счетчики радиации засекретили в Северодвинске, по всей России из 4 станции, отслеживающие, показывающие данные радиации, закрыли данные на дни. Greenpeace отмечает, что, в общем, там не будут огромное количество цифр, и организация международная против ядерных испытаний тоже зафиксировала сейсмические инфразвуковые. Ну ладно, политизировать не будем. Ну да, ну, Короче, было в России, кто говорит 4 испытания, все неудачные этой ракеты «Буревестник», кто говорит 12 из 13 были неудачные. И вот типа опять, даже до испытаний дошло, взорвалось уже на этапе. Смотрите, взорванная баржа с ядерной ракетой упала на дно Белого моря, ядерный столб радиоактивного пара поднялся, прошел через Северодвинск весь, там весь рассеялся над жителями и пошел на Архангельск. Но самое подлое, я считаю, вот что. Значит, санитарная авиация, которая везла в Архангельскую больницу, их не предупредили, что это были подвержены радиации. Врачей, которые лечили в Архангельской больнице, их не предупредили. Они потом стали возмущаться, почему мы даже без костюмов. У одного уже врача зафиксировано в мышечной ткани изотоп радиоактивный. Потом
зарегистрировано, что все лечебное отделение Архангельской областной больницы облучено. То есть ее нужно сносить здание, туда уже нельзя людей, потому что они все засекретили, всех врачей заставили дать подписку о неразглашении. А один из врачей сказал, что вот эти трое, двое сразу умерли, а трое, которых пытались спасти, у них кровь просто сварилась. Это говорит о чудовищном облучении. Это по поводу того, скрывают ли, и насчет того, как считаете ли вы, что радиация тоже, она вот такие ЧП, они влияют на то, что увеличивается количество онкобольных в Мордовии, в частности. Как ты так подвел к Мордовии? Ну, мы хотя бы за Мордовию отвечаем. Ну нет, за Мордовию. За весь мир мы уж я хочу сказать, не будем что выпендриваться. Вот мы о том, что произошло в Чернобыле, знаем только сейчас, да? Как там было, не было, да? Да сразу знали, все СМИ твердили, а у нас правда врала. Ну, И Совет да? министров. Я к чему это говорю? Ну, я говорю к тому, что да, что такие вещи надо, конечно, чтобы какое-то время прошло, чтобы мы увидели, да, действительно это так или не так, потому что в СМИ сейчас очень много всяких разных версий, что там произошло, кто-то говорит, что да ничего такого страшного, кто-то говорит, что да нет, это ужас, там Чернобыль, там спасать все можно. Президент говорит, никакой угрозы там нет, говорит, никакого повышения фонда там не существует. Да, ну, через 11 дней только. Но она существует, значит, тогда давайте об этом говорить, если она существует, реально там. То есть, если это зарегистрировано там и так далее, тогда, потому что сейсмически там понятно, что такой взрыв там произошел, это бывает, там, взрыв, да? Взрыв бывает и не радиационный. Ну просто насколько это действительно, то есть надо посмотреть, насколько это действительно опасно с точки зрения радиации, или это было что-то локальное, контролируемое, то есть и так далее. То, что военные проводят свои испытания, я к этому отношусь двояко. С одной стороны, это все плохо, ядерное оружие это ужасно, там надо запретить. С другой стороны, без ядерного оружия... Америка нас хочет уничтожить, спит и видит, да? Во-первых, любые страны, большие, крупные, я тоже никакого секрета нет, у них есть планы по возможному действию, если кто-то на них нападет или они на кого-то нападут. То есть они просчитывают эти вопросы. Я не говорю, что они прям хотят напасть, и мы как бы прямо напрямую не хотим напасть. Никто об этом не говорит напрямую, что мы прямо как нападем сейчас. Да? Но планы такие есть. И то, что ядерное оружие существует, оно все равно сдерживает. Да? Поэтому говорить о том, что ядерное оружие само по себе это плохо, ну, можно так говорить, но без него было бы гораздо хуже. Это, знаете, как, например, алкоголь легализован, да? Что алкоголь это плохо, хорошо, это тоже во многом плохо. А его запретишь, будет еще хуже. Здесь то же самое. По поводу эти люди, которые делали, поэтому они с какой-то точки зрения герои, которые вот разрабатывали эти ракеты, потому что они делали важную государственную задачу. Поэтому тоже так вот как бы относиться к ним, как они там такие вот, на Путина работают, тоже не надо это политизировать. То есть вот и все. А то, что там скрывается что-то, я это тоже понимаю, почему скрывается, как бы с логической точки зрения. Но с точки зрения здоровья людей, да, это ужасно. Вообще все эти производства, я не знаю, может их вывести куда-нибудь на Шпицберген, куда-нибудь, я не знаю, куда-нибудь вообще далеко-далеко, чтобы они, ну, хотя бы там что-то загрязняли, но не здесь, не рядом с населенным пунктом. А так, в идеале, давайте все откажемся от ядерного оружия, тогда вообще все давайте откажемся сразу, и тогда, может быть, что-то будет. Но так не получится, к сожалению. Ну, я считаю, что человечество сходит с ума, что человечество уничтожает себя, причем под корень, так скажем. И вот действительно, может быть, подписать какой-то масштабный всемирный такой указ, чтобы... Потому что это человечество просто уничтожает себя. Это, оно есть. Это все. Это если... Да. Если, допустим, кто-то начнет ядерную войну, допустим, Америка, все, это не будет нас, не будет, следовательно, им. Все, весь мир исчез. Кто мы? Никто, мы песчинки. Горе от ума, как говорится. Это просто человечество, да, не стоит оно на месте, оно движется, создает там что-то, но это... Батарейка заканчивается, буквально коротко выскажется. С последней у нас новости, что мы берем пример для Мордовии с международного пространства. Вот я считаю, что по раскрытию общественно значимой информации в Мордовии надо брать пример со скандинавских стран. Значит, и во время Чернобыля сразу в первые же дни Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия стали сообщать и Горбачеву, и мировой общественности, что они зафиксировали выброс радиации. И давайте, пожалуйста, начинать. А мы все скрывали в течение месяца.
Дальше смотрим. Уже в этом году, 19 год, тоже норвежская экспедиция к атомной подводной лодке советской зафиксировала в 100 тысяч раз превышение уровня радиации. И тоже, а мы, понимаешь, с Игорем этим скрываем, нам стыдно. Я считаю, что нужно раскрывать, обнародовать такую информацию. Коротко согласны или нет? Согласна, я согласна. Коротко. Если это имеет влияние на людей, на массы людей, да, надо, конечно, раскрывать, это неизбежно. Да, если это где-то в закрытой что-то произошло, то тут военные, ну так, к сожалению, будут скрывать. То есть, естественно, надо смотреть на влияние на массы. Если есть большое влияние, конечно, это надо раскрывать в обязательном порядке. И последнее, пожалуйста, скажите, как вы относитесь к тому, что у нас есть вот, закладной камень памятника будущего ликвидаторам аварии в Чернобыльской АЭС, которые свою угробили жизнь, многие стали бездетными, стали раковые заболевания, посвятили себя вот, спасению. Нужно ли у нас памятник Мордовии вот им? Это 1000 людей. Они не угробили жизнь, они отдали жизнь. Отдали как герои. Надо Должны это... ли мы выделить из бюджета свои Да. деньги на им? Конечно, конечно. И уже во многих местах это есть. И, слава богу. Наталья Викторовна? Тоже согласна, да. Нужно, на это нужно деньги выделять. Уважаемые телезрители, новости жизни Мордовии, летние, в нашей республике, в программе «Мордовский блок новостей о Мордовии» комментировали Антон Валерьевич Лебедев, Наталья Викторовна Романчева. Спасибо вам большое. Вам спасибо.